Доброе утро, уважаемые участники семинара. Слышно, да? Да, слышно. Ага. Так, Алексей Клементьевич, доброе утро. Тамара Николаевна, доброе утро. Действительно, создание городского музыкального кластера оживило работу в проекта. Но мы к этому это необходимость была, потому что как бы мы ни работали 3 человека, которые находимся или работаем в центре, научно-методическом центре проекта «Музыка для всех», это было недостаточно. Синергия проекта заключается именно когда подключились музыкальные кластеры. Очень хорошо работает, я могу прямо сказать, Заречный музыкальный кластер, Центральный музыкальный кластер и городской музыкальный кластер, он чуть позже. Нам, конечно, помешала пандемия, но, несмотря на это, мы научились через Zoom работать, онлайн работать, и в нашем конкурсе все северные улусы мы постараемся, чтобы они хотя бы онлайн принимали участие. Распоряжение у нас о проведении международного 4-го уже конгресса по проекту «Музыка для всех», и в рамках его проведения «Розовой чайки» еще в прошлом году вышло постановление правительства. А также протоколом правительства утверждены все положения этого международного конгресса и 2-го международного конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». Вы наверняка знаете, что мы недавно получили как знак обслуживания «Розовая чайка». Она полностью принадлежит нам, патент получили, и, в принципе, если кто-то использует нашу розовую чайку в этом виде скрипичного ключа, то они должны просить у нас разрешение. Так, заодно я вам покажу, активизация работы музыкального кластера заключается именно в этом журнале. Этот журнал «Музыка для всех» издан в декабре месяце того года. Полностью собрана здесь работа городского музыкального кластера, конечно, включая поселок Жатай. Поселок Жатай и город Якутск – это городские округа, поэтому они совместно создали музыкальный кластер городской, мы его называем. Здесь, конечно, вы видите портрет нашего главы городского округа и награждает этот самый активный, самый главный реализатор нашего проекта Белолюбскую Людмилу Спартаковну. Конечно, как и все журналы, у нас открывает Алексей Клементьевич, проект, который призван стать прорывом в культурном образовательном развитии республики. И очень приятно читать это. Даже заголовки этого журнала дают о том, что люди до конца понимают то, что захотел Михаил Ефимович. Или проект, преобразивший всех детей, педагогов и в школу. Это статья Федоровой Светланы Нестеровны, директора образовательной школы номер 7. В общем-то, журнал получился солидный, 60 страниц, и наверняка, буквально на днях за счет средств городского кластера издается 100 тысяч рублей, и, в принципе, мы хотим этот журнал распространить во время конгресса. Сейчас готовит такой же журнал «Центральный кластер», такой же журнал готовит «Оленёвский кластер», и спецвыпуск готовят «Заречные кластеры». Но первая ласточка – этот журнал. Так, что касается конгресса. Конгресс у нас название конгресса, можно сказать. Детский проект у нас «Музыка для всех», да? Проект «Музыка для всех» как феномен музыкального современного образования России. Конечно,
в связи с изменениями в законе об образовании, о придании статуса, особого статуса детским школам искусств. И то, что в последнем своем выступлении сказал Владимир Владимирович Путин, гуманитарное образование, то есть в данном случае вот такой большой проект «Музыка для всех», он, конечно, мы имеем все основания сказать, что он должен масштабироваться по России. Вот, и, значит, вот мы, конечно, друг друга можем сколько угодно хвалить, но если бы в нашем совещании, мне страшно даже думать о участии Михаила Ефимовича Николаева. Он всегда в любом проекте видит недостаток и начинает не в бровь, а в глаз говорить эти вещи. Поэтому мы стараемся вот в организационном моменте или вот создании этого какие-то результаты добиться и так далее. Вот сейчас он наверняка будет говорить вот то, что говорила Тамара Николаевна о социологическом итоге, о результатах. Первый вопрос у него всегда бывает: сколько детей учатся в городе Якутске или, ну, скажем, в Чурапчинском улусе? А если не отвечает, говорит, тогда я разговаривать не надо. Прежде всего нужно знать эти цифры и манипулировать ими. Значит, вот до проведения нашего конгресса мы хотели бы выпустить сборник статей, это примерно к конгрессу уже должна быть готова, сборник статей, трудов именно о реализации проекта «Музыка для всех». Если вы хотите серьезно заняться этим вопросом, это Ринцевский сборник будет, уже сейчас нужно приступить и подать эти заявки нашей комиссии, научно-методическому совету, центру, и будут включены это о работе, о реализации городского кластера в данном сборнике. Кроме того, мы будем издавать этот цветной, очень большой вехи проекта «Музыка для всех» с 13 года начиная по 22 год. Если у вас какие-то интересные фотографии есть, если какие-то у вас выпуски есть, книги и так далее по годам, вы можете также принять участие. Это я обращаюсь к директорам общеобразовательных школ. Самая главная цель этого проекта – внедрение музыкальной грамотности общеобразовательной школы. Но, к сожалению, сегодня встречаются директора школ, которые говорят: расскажите мне, какой хороший проект оказывается, давайте будем с этого года работать. Так мы уже 9-й год работаем. Поэтому прав как люди, которые организатор, когда говорят, что если человек на своей работе за полгода ничего не сделал, ждать от него ничего не надо. Потому что получение зарплаты и получение просто так работать, приходить на работу и что-то новое от себя решать, внедрять и так далее, это две разные вещи. Поэтому этого требует Михаил Ефимович Николаев. Вот то, что городской музыкальный кластер начал работать, это я уже ощущаю. По каким мероприятиям, скажем? Олимпиада прошла, первая республиканская. Мы хотели, чтобы одна команда была от города Якутска. Нет, они заставили нас включить 4 команды. Представляете, по 10 человек, 40 человек приняли участие. 5 человек из детских школ искусств, 5 человек общеобразовательных школ. И призовые места заняли. Очень хорошо участвовал Нюрнбергский кластер. Очень хорошо приняли участие. Из 8 кластеров 7 кластеров приняли участие. Также у нас проходит, уже 3-й раз прошел конкурс «Музыкальная семья». Мы хотели его в 2 года 1 раз провести, но Михаил Ефимович сказал, что это все забывается, поэтому давайте ежегодно. Поэтому в этом году 37 семей приняли участие в «Музыкальной семье», и, естественно, городской кластер дал несколько семей. Вот работа в этом и заключается, и мы видим. Так, в ноябре месяце этого года, после того, как мы успокоимся проводить, надеюсь, успешно, вторую
международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка», 4-й международный конгресс под патронатом ЮНЕСКО. Мы приступим к ноябре месяце проведения Дня музыки по всем кластерам и проведение 2-й Олимпиады республиканской и республиканской конкурса «Музыкальная семья». Синергия данного проекта позволяет, чтобы были приняты не только директора, завучи и учителя детских, учителя музыки, дополнительное образование, но чтобы еще включился родительская общественность. В некоторых школах действительно родители звонят, спрашивают, журналы покупают, журналы берут для себя и так далее. И, кстати, журнал «Музыка для всех» раньше мы издавали 4, каждый квартал по одному журналу. Потом стали 2 раза издавать. Теперь 1 раз в год издаем. Но это, я считаю, нормально, потому что те вопросы, которыми мы занимались, организационные и так далее, мы все-таки исчерпали. Пришли к выводу, чтобы в год 1 раз очень хорошего качества опыт работы писать и так далее. Наш проект «Музыка для всех» Барнаул принимает, они уже распространяются из Барнаула, у нас несколько человек пишут статьи. Когда вы в электронную библиотеку зайдете о проекте «Музыка для всех», очень многие стали писать регионы Российской Федерации. Это нас радует. Магнитогорск очень заинтересовался. Новосибирская консерватория ежегодно проводит всероссийскую научно-практическую конференцию. В этом году 3 по 5 марта 6-я конференция, где соучредителем является Высшая школа музыки, естественно, и Министерство образования Республики Саха-Якутия. Но с уходом Татьяны Ивановны у нас мы почувствовали сложности. До сих пор не можем с министерством найти человека, который бы отвечал за это и был бы ответственен. Мне все время говорят, что обращайтесь к Татьяне Ивановне. Так что Татьяна Ивановна, но неплохо проработали они, конечно, во главе с Мегиной Светланой Ивановной. Более 16 человек принимают участие из города Якутска на этой конференции. Эта конференция всероссийская конференция будет онлайн, и это основная подготовка к нашему конгрессу. Почему мы считаем, что это подготовка? Одним из программных таких направлений является проект «Музыка для всех». Данная конференция называется «Взаимодействие учреждений культуры, образовательных учреждений в музыкальном развитии детей России». Поэтому 3 и 5 желающим, которые успели зарегистрироваться, им дадут, точно сертификаты, а доклады, которые подготовлены, будут звучать. Нынче стендов, говорят, не будет, но не обижайтесь, некоторые доклады будут снимать с повестки дня, потому что, формальный подход это есть, конечно. Даже некоторые доклады, названия этих переписали, разделов данной конференции. Поэтому надо к любому делу относиться очень тщательно. Значит, каким образом, кто к нам приедет на конгресс? На конгресс к нам приедет, где я? Шейла Вудвард, вице-президент ИСМЕ и профессор Вашингтонского университета. Она уже со 2-го конгресса уже 3-й раз будет приезжать. Она сказала, я очень довольна. О проекте «Музыка для всех» она говорила, это приливная волна. И, конечно, сила этой волны вы уже не остановите. Хотите 22-й год, последний год, и давайте на этом закончим. Этого не будет, потому что именно сила этой волны наших музыкальных кластеров будет дальше продолжать эту работу. И потом по созданию музыкальных кластеров, городской кластер, например, сказал, нет, ребята, нам этого руководителя не надо, нам надо, чтобы обязательно был артистический институт.
И мы, естественно, согласны. И многие другие себе стали выбирать, ну, скажем, южный кластер выбрали и филармонию. Естественно, Туяра Игоревна с удовольствием согласилась, и они вместе работают. Это методические руководители, ну, метод, как сказать, руководители и те люди, которые организовывают. У нас в музыкальных кластерах вообще не участвует Верхоянский кластер. Поэтому, конечно, простите, не Верхоянский, Колымский кластер. 3 нижние, конечно, связано, наверное, это с этими. Так, я, наверное, председатель жюри по номинации фортепиано будет Суслов Владимир Владимирович, это Санкт-Петербургской консерватории, но член жюри из Сеульского университета Пак Чхи Гаврилева Ольга Ревовна, наших я не буду назвать, а просто приезжих назову. Председатель жюри номинации скрипач, директор камерного оркестра, профессор Ханьянского университета Южная Корея Фью Муин Ким будет. Председатель жюри номинации виолончел Лагунов Владимир Леонидович, профессор Дальневосточного государственного института искусств. И номинации оркестры и ансамбли духовых инструментов председатель Уринбаев Камалдин Турдимуратович, ректор Государственной консерватории Узбекистана, заслуженный артист Узбекистана, художественный руководитель и главный дирижер молодежного симфонического оркестра. Очень интересный человек. Я надеюсь, даже он с нашим оркестром будет работать. Гилев Александр Геннадьевич, композитор, дирижер, доцент Московской государственной консерватории. Когда мы с вами проводили форум учителей музыки и детских школ искусств, нам Михаил Ефимович ставил задачу о том, чтобы в каждом учреждении, скажем, в каждом городе, поселке был духовой оркестр. В этом году на награждении предусматривается до 500 тысяч, до 1 миллиона рублей те коллективы, которые выиграли на приобретение музыкальных инструментов. Имейте это в виду, духового оркестра. Так, это духовой оркестр у нас введен в этом году впервые. Номинация «Академическое пение». Шмидт Лариса Владимировна, педагог, руководитель частной вокальной школы, Германия. Так, Бегалиев Муратбек Акимович, ректор Кыргызской национальной консерватории, народный артист Киргизии. И наши, Ильина Егина Егоровна Чичкова, Ирина Григорьевна. Номинация «Музыка для всех», которые интересуют общеобразовательные школы. Это солисты, инструменталисты, ансамбли, оркестры. Здесь наш, конечно, Дворцовский оркестр примет участие, мы считаем, да. Председатель жюри Шейла Вудвард, экс-президент Всемирного общества музыкального образования, профессор университета Восточного Вашингтона, Соединенные Штаты. Фортепиано. Под фортепиано есть специалисты, то есть профессиональное, и фортепиано в рамках проекта «Музыка для всех». Фортепиано Айзельштан Сергей Абрамович, профессор, доктор искусствоведения Дальневосточного института искусств. Номинация «Хоровое пение». Вот хоровое пение в 2, очное, заочное будет, онлайн. Но записи, я думаю, должны быть очень хорошие, не под фонограмму, под живое музицирование. Мы надеемся. И хоровое пение, номинация «Хоровое пение», город Якутск, городской кластер, мы надеемся, что примет участие очно для того, чтобы оживить этот конкурс, для того, чтобы вообще украсить мероприятие данного конгресса. Председателем жюри Нотечол, дирижер Узбекского государственного театра оперы и балета. Вы его знаете, он теперь работает в Узбекистане, и благодаря ему из Узбекистана, из Киргизстана наши это. Вот таким образом у нас 6 иностранных граждан примет участие, и они говорят, что первый «Розовая чайка» очень хорошо прошло, поэтому надеется это. Но для того, чтобы принять участие, мы хотим... В тот раз у нас было всего 5 номинаций, и участников было 413 человек. В этом году мы добавили 8 номинаций, еще хоровое пение. И, конечно, надо сделать так, чтобы 3-4 тысячи было участников.
поэтому надо уже сейчас подготовиться. Что касается, если вы хотите принять участие вот в фортепиано и так далее, сейчас уже надо договариваться с вашими кураторами, чтобы они нашли людей, которые бы дали, поработали с этим ребенком, потому что это должно быть качество высокое, международный конкурс, поэтому для того, чтобы попасть на этот конкурс, нужно обязательно уже сейчас надо работать. Хангаласский центральный кластер сделали таким. У них является Шаталин несколько лет является руководителем, то есть куратором этой школы, детской школы искусств, и она вот Кроме того, по сольфеджио они тоже нашли, уже третий год работает. У них открыта при Покровской СОЖ первая филармония детская. Почему в городе Якутске нельзя создавать детские филармонии? Конечно, можно. Вот у нас Наталья Саньяхова присутствует, и с ее помощью можно создавать, конечно, в каком-то, скажем, 33-я школа, как эстетического направления, да, филармонию детскую. Тогда все школы будут вовлекаться в эти, скажем, как-то заинтересованно будут работать. Кроме того, у них есть сахакорейская школа. Приезжает все время постоянно на свои средства из Кореи человек, который учит корейский язык и, естественно, музыку, корейские учителя музыки приезжают и учат детей при детской музыкальной школе. Вот. Поэтому направлений очень много. Оленевский музыкальный кластер работает по направлениями кочевые школы, музыка для всех. Очень интересная. Если у нас конгресс 27-го, мы собираемся в Доме правительства номер 2 в Большом зале и будем проводить у нас доклады. Но доклады, сейчас нас название докладов ошеломляют, потому что будут принимать проект «Музыка для всех», рецепт духовного образования и так далее. Очень многие прямо, даже я боюсь заранее озвучивать их, придают очень много значения нашей конгрессу. Дина Константиновна Кирнарская тоже говорит, что если масштабировать ваш проект, в чем отличие нашего проекта от тех проектов, которые есть? Оно поставлено на государственный уровень, поднят. У нас есть распоряжение, Алексей Клементьевич сразу с этого распоряжения начал. В 2014 году вышло распоряжение правительства о реализации проекта «Музыка для всех» с 2014 по 2022 годы. Но некоторые главы муниципальных образований, а что это такое, говорят. Поэтому это все зависит от местах, от учителей музыки, от людей, которые работают в управлении культуры, управлении образования. Но мы хотели бы, чтобы этим проектом занимались именно учителя общеобразовательной школы, потому что главная цель внедрения музыкальной грамотности в общеобразовательные школы. 3 часа, которых требовалось по этому проекту, еще, конечно, не достигнуто, но у нас впереди целая пятилетка, как говорится. Мы можем продумать это и так далее. Что касается, сегодня говорили требования, да, конечно, требования должны быть конкретные. У нас требования и давно есть это, но требования должны быть конкретные. Скажем, выпускник детского сада должен знать 5 композиторов названий. Кто они такие, по портретам и так далее, да, оперы назвать. Ученики 1 по 4 класса тоже, конечно, ноту должны знать, где располагается, навыки работы с инструментом и так далее. Вот эти требования, конкретные требования, если будут, то и родители будут включаться, но учить их дома будут. Если они будут знать, что да, зачтено, ребенок по этим требованиям отвечает. Михаил Ефимович ставит задачу о том, чтобы детские сады, подготовленные дети пришли в 1 класс в музыкальном отношении. Поэтому, хотя бы, чтобы у них проявился интерес к музыке, чтобы они знали ноту. Эти 7 нот, конечно, все знают. У нас многие. Березовская Елена
которая работает в Максауловском детском саду, работала, сейчас она дополнительная, она практически весь поселок учит играть на скрипке по методу Судзуки. Когда по методу Судзуки из Саратова приезжала женщина, она ей показывала, и вот она уже несколько... Это украшение всех наших мероприятий, которые по проекту «Музыка для всех». И филармония, вот первой общеобразовательной школы, тоже 250 человек, все, когда начинают играть на фленте, этот Баха и так далее, конечно, это изумляет, и родители доводят до слез. Вот что касается, значит, я не буду все положения, требования, программные требования и так далее, об этом расскажет очень подробно Зинаида Григорьевна Павлова. Она заведующая кафедрой истории, теории музыки Высшей школы музыки. У меня все. Спасибо за внимание.